Почувствовать дыхание Алханая, священной горы, которая расположилась на территории национального парка в Дульдургинском районе Агинского бурятского округа Забайкальского края, можно только очутившись там. Ведь именно здесь ощущается удивительная связь природы и духа, которой пропитана каждая скала, каждый родник и лесная тропинка. Алханай – поистине уникальный уголок Земли. Одно из тех редких мест в России, где природа и вера образуют неразрывное единство. Именно здесь находится природный культовый комплекс святынь северного буддизма, единственный подобный по всей стране. Склоны Алханая испокон веков считались особыми местами, где обитали великие и могущественные духи, хозяева высоких гор, быстрых рек, величественных утесов, глубоких ущелий и лечебных ключей. Местные жители издавна обращались к этому месту в поисках здоровья и душевного покоя. Национальный парк Алханай – это особо охраняемая природная территория федерального значения. Он создан 15 мая 1999 года и обслуживается сотрудниками национального парка. В национальном парке сейчас работает около 50 человек. Есть, конечно, это основные отделы, это отдел охраны, отдел экологического просвещения, отдел науки. Вот. Ну, отдел охраны, конечно, он сам говорит за себя, он занимается охраной территорий. Отдел науки занимается научно-просветительской, научной деятельностью, и отдел экологического просвещения и туризма занимается, конечно же, именно просвещением. Это, я считаю, такой основной отдел, который вносит в массы именно все, что касается парка, о всех нарушениях, о всех нововведениях, о всем, что происходит в парке. Этим занимается отдел просвещения и туризма. Работа с детьми, работа с местным населением. Очень такой значимый отдел, я считаю. Алханай – это место, которое веками славится своей атмосферой и способностью дарить людям здоровье и внутреннее равновесие. По преданиям бурятского народа, эта земля наделена мощной жизненной силой, способствующей восстановлению организма и исцелению от болезней. Мое назначение сюда это было для меня неожиданностью. Когда-то, несколько лет назад, у меня заболели руки. И я про себя сказал, как бы хорошо, зная, конечно, об Алханае, как бы хорошо было поработать там и полечить в священных источниках свои руки. И буквально где-то через год поступило предложение о работе в парке. И я сюда пришел в качестве заместителя директора по развитию территории и уже в дальнейшем стал директором этого учреждения. Вот. За что надо любить парк? Парк – это не просто именно за что надо любить парк. Надо любить природу. Надо сохранять эту природу, которую должны увидеть наши дети и наши внуки. Национальный парк Алханай славится своими целебными источниками – аршанами. Вода Большого Аршана, стекающая с южных склонов горы Алханай, отличается низкой температурой и содержанием множества полезных микроэлементов, включая серебро, придающее ей антисептические свойства. Купальные зоны оборудованы специальными деревянными желобами, а рядом находится священное место с дуганом – молитвенным домиком. Малый Аршан расположен в живописном ущелье. Его воды также считаются лечебными, привлекающими паломников. На Алханае есть целебные источники, которые помогают от заболеваний сердечных, глазных. Есть аршаны, которые излечивают и суставы, помогают больным рукам и ногам. Наши гости приезжают и поклониться святыням Алханая, в том числе сделать гаро и получить благословение. Адис Абха. Алханай – уникальное природное сокровище, обладающее бесценными экологическими, историческими и художественными качествами. Здесь каждый уголок дышит гармонией и красотой.
Но главное достоинство этого места заключается в том, что большая часть его территории доступна для посетителей, позволяя каждому прикоснуться к природе бережно и осознанно. Наш парк сам по себе очень уникален, потому что он единственный парк, который отличается многообразием сакральных объектов. И выделить какое-то несколько, наверное, не получится, потому что они все уникальные. Это и храм ворот, это и Демчик Сумы, ну это очень много, они все почти уникальные. Поэтому мы, когда проводим эколого-туристические мероприятия, мы рассказываем про все, которые у нас есть. Туристические маршруты Алханая предлагают посетителям разнообразные возможности для знакомства с культурой, историей и природой региона. Среди популярных направлений выделяются следующие. Всего маршрутов, основных 3 маршрута. Это малый круг, большой круг и вершина. И есть еще такой маршрут, как Каменный забор. Он от КПП начинается. То есть это небольшой маршрут, примерно на час. Это, как правило, вечерний маршрут. То есть вечером, когда основные экскурсии заканчиваются, мы собираем экскурсии на Каменный забор. И есть еще один маршрут, он называется Камень сердца. Но Камень сердца, он не популярный от слова совсем, поэтому мы туда в последнее время не ходим. То есть это отдельный скальный останец, он в форме сердца. Вот. Но туда люди сейчас не ходят, к сожалению, поэтому самый популярный маршрут — это все-таки вот этот вот малый круг. Поскольку сюда могут прийти пожилые люди, он довольно простой, с детьми можно пройти, и поэтому основная часть все-таки проходит через этот маршрут. Для меня самое любимое место, как ни странно, это щель Грешника. То есть это одно из самых нелюбимых мест, потому что оно довольно опасное, то есть там люди пролазят через скалы, нужно всех контролировать, но при этом оно еще и одно из самых любимых, просто потому что это очень живописное место. То есть мы здесь поднимаемся по скалам, и открывается очень красивый просторный вид, то есть один из самых таких красивых. Сегодня у руководства национального парка амбициозные задачи. Планируется развитие экологического туризма, создание новых туристических маршрутов и инфраструктуры для комфортного пребывания гостей. Особое внимание уделяется сохранению уникальных природных объектов и популяризации традиционного образа жизни бурятского народа. Хотим принять участие в рамках госпрограмм по улучшению инфраструктуры на территории парка, именно рекреационной зоны. Вот. И, конечно, есть такое желание, есть большое войти в всемирное наследие ЮНЕСКО, как именно памятники историко-культурного наследия, памятники природы. Одна из главных задач сотрудников национального парка Алханай – это сохранить уникальную природу. Оставить ее все-таки в первозданном виде. Национальные парки, конечно, они созданы для развития туризма. Это их отличают от заповедников, что национальный парк могут посетить много людей. Но в то же время нужно оставить нетронутым природу, сохранить ее для будущего поколения. Национальный парк Алханай обладает уникальной флорой и фауной. Площадь парка – 141 907 гектаров. Здесь обитают редкие виды животных, такие как сибирская косуля, бурый медведь, соболь и многие другие. Растительный мир представлен разнообразием видов растений, включая лечебные травы и деревья, обладающие целебными свойствами. В настоящее время одной из приоритетных задач, конечно, является инвентаризация природных комплексов. Инвентаризация – это учет именно всех видов флоры, фауны, которые находятся и обитают на территории национального парка Алханай. В настоящее время известно более 960 видов сосудистых растений, 180 видов птиц, рептилий, амфибий по 4 вида, насекомых около 400 видов сейчас известно. Ну и рыб, которые населяют разные водоемы национального парка, их сейчас в данное время 20 видов. Я встречал косулю. Что делать? Ничего не нужно делать, она вас увидит, испугается и убежит. Ну, я так понимаю, вы имеете в виду хищных животных, да, которые представляют опасность? Да.
Рысь. Ну, что касаемо рыси, они очень осторожные, то есть они никогда к людям не выходят. И рыси мы вообще ни разу не видели. Медведи, с медведями посложнее. Был один момент в 2020 году, тогда в Иркутске и Бурятии были очень сильные пожары, и медведи приходили сюда, но там медведи, они не церемонились, они прямо пришли туда на базу и начали копаться в мусорных ящиках, чтобы найти пропитание. Тогда парк закрыли и никого сюда не пускали, ну, потому что это опасно, то есть никто не отправит сюда людей, если здесь есть животные. И на следующий год здесь еще оставались следы медведей, но сами медведи к этому времени уже ушли. То есть, до тех пор, пока была какая-то вероятность здесь встречи с медведем, то, конечно, никого сюда не пускают на маршрут. Алханай является одним из важных центров паломничества для последователей северного буддизма. Тысячи верующих ежегодно посещают парк, чтобы поклониться святыням и зарядиться духовной энергией уникальных природных объектов. Паломники проходят ритуалы очищения, медитации и молятся возле Уден-Сума, храм-ворота. Алханын-Обо, Алханайское Або, Бумхан, каменная часовня, Демчок-Дуан, Оташа, Будда медицины и других святынь. Сам Далай-лама назвал Алханай святым местом, куда снисходят божества. И действительно, здесь многие наши учителя проводили медитацию, во время которых они общались с духами священного Алханая. А наш великий учитель и йогин Намнане сделал горы Алханая обителью божества Демчок. Именно он с тех пор и является защитником местности, который дарует всем верующим благодать. На маршруте Малого Горо можно увидеть фундамент часовни, в которой Намнане Багше проводил медитацию, а нынешнее поколение верующих старается облагородить святые места. Построен и работает буддийский дуган, установлена ступа, посвященная учителям. На территории дугана стоит статуя самого Намнане Багше. И здесь, прямо на источнике, есть молельный домик. Каждое утро мы проводим хурал в дугане, а в 3 часа дня проводим молебен Оташа здесь, в домике. И на удивление всегда есть прихожане, которые не пропускают эти молебны. В этом году мы отмечаем 200-летие со дня рождения Намнане Багше. В сентябре будет большой праздник, и мы очень горды и счастливы, что наш Алханай является одной из мировых святынь буддизма. Мы бережно его храним и постараемся передать его в таком же первозданном виде нашим детям. Гора Алханай играет важную роль в духовной жизни. Они считают ее местом силы, где можно обрести гармонию и покой. Летом 1991 года эти места посетил глава буддийского духовенства Далай-лама XIV Данзан Жамсо. В национальном парке Алханай есть 2 варианта горо – большое и малое. Это ритуальный обход территории по часовой стрелке. Большое горо предполагает обход горы Алханай и занимает не менее 4 дней. Маршрут протяженностью 108 километров, священное в буддизме число, включает посещение всех священных мест Алханая. Малое горо можно пройти за 6-8 часов, осмотрев наиболее значимые достопримечательности парка. Ежегодно сюда приезжают туристы со всего мира, чтобы зарядиться положительной энергетикой. На сегодняшний день около 50 тысяч человек посещают парк за сезон. Ну, я, конечно, рекомендую такой осенний сезон, потому что осенний Алханай, он по истине красив, когда желтая листва опадает, а лес готовится ко сну. Вот. Для меня осень, это как для полевика, это более благоприятная такая пора. Летняя — это жарко, много туристов, вот, так скажем. Здесь очень красивая природа. Вообще, это получается как моя первая поездка сюда, и до этого я на горы так не забиралась. Я думала, будет тяжело как-то, но нет. Поход дался очень, так скажем, легко. Больше всего я боялась ущелья Грешника, думала, не пройду. Я еще думала, что ущелье будет 2 метра где-то, но он такой, достаточно проходимый, и легко было все. Очень завораживают пейзажи, природа, конечно. Я очень рада, что я здесь. Я думала, здесь просто парк, там деревья, источник, водичка. А тут прям такая природа очень впечатляющая. Особенно вот скалы, вот эти подъемы, спуски. От источника тоже в восторге прям. Особенно, когда в ледяную воду опускаешься, тоже это преодолеваешь какие-то свои страхи, перешагиваешь это все.
По данным туристических порталов, самым благоприятным временем для визита в национальный парк Алханай являются летние месяцы, особенно июль и август, когда ночи наполнены теплом и уютом. Однако особая магия ожидает гостей в сентябре, во время периода Риха. Именно тогда, согласно древним поверьям, святые источники наполняются наивысшей целительной мощью, дарующей здоровье и силу каждому путнику. Национальный парк для меня это вообще место силы, место... Я очень люблю свою работу, я работаю более уже в парке 10 лет. Мне очень нравится эта работа, потому что мы сохраняем для будущего поколения это всю природу, да, уникальную. И берегите природу, сохраняйте ее.